Вы смотрите «Итоги дня» в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах. Каковы последствия аварии вахтового автобуса с работниками шахты «Восточная Денисовская»? Узнаем подробности о состоянии пострадавших. Диагностика и лечение на новом уровне. В Якутию поступило современное медицинское оборудование, которое позволит проводить сложнейшие операции и исследования. От Ржева до Дальнего Востока в Тверской области завершилась смена военно-патриотического лагеря имени Федора Хлопкова. Фронтовые письма, ордена и медали, научные труды. В Якутске открылась выставка, посвященная столетию Николая Самсонова. Виртуозы дрон-рейсинга сразятся в Якутске. В Дахсуне пройдет чемпионат, где пилоты покажут свое мастерство управления дронами. Узнаем, кто сможет войти в сборную Дальневосточного округа. Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в городе Томот Алданского района, были доставлены санитарным рейсом в Якутск с подозрением на менингит. Прокуратура Якутии начала проверку по данному факту. В ходе проверки будут оценены условия пребывания детей в лагере и соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Прокуратура примет меры реагирования при выявлении нарушений. Роспотребнадзор напоминает, что вирусный менингит – опасное заболевание, которое может развиваться стремительно и привести к летальному исходу. Инфекция передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. С момента трагедии в городе Нерюнгри прошло несколько дней. Вахтовый автомобиль, перевозивший работников шахты «Восточная Денисовская», сорвался с обрыва. Сотрудники, получившие травмы различной степени тяжести, сегодня находятся в больнице. Наши коллеги прибыли в Нерюнгринскую центральную районную больницу и пообщались с пострадавшими. Подробности в следующем сюжете. Едем, и первое ощущение, я подумал, мы попали в яму. Баба, думаю, откуда тут такие ямы? И не крутило не вот так, а уж вот такое ощущение, как будто крутило, я почувствовал, поручень не держался. Перед глазами пострадавших все время прокручиваются минуты страшной аварии, которая унесла жизни многих их коллег. Я ехал, пристегнут был, держался за поручни, резкий поворот вправо, затем вахту резко крутануло, то есть кувыркнуло на бок. В течение 2-3 секунд еще один кувырок. Резкие удары об потолок, об это я подпрыгивал, получается. Третий кувырок, я не знаю, был он или не был. Я чувствую, что я как в невесомости нахожусь. Я теперь уже осознаю, что я летел в пропасть. На передних сиденьях ехал. И в моменте вахта начала чуть-чуть вправо поворачивать. И подскочили на кочки, и я уже сориентироваться успел сгруппироваться. И все, и дальше кубарем мы покатились, раза 3-4 перевернулись. И все, и я глаза открыл. Я же закрыл их специально, чтобы не видеть там ничего. Глаза открыл, и все там, все смято, все перемято, крики. Паника во всех была поначалу. Помогли людям, которым можно было помочь. Сами спина еле-еле. Выбрали все. Выжившие в автокатастрофе спасаются разговорами друг с другом, с родными и близкими и получают необходимое лечение медицинского персонала. Чувствую, уже получше. С травмами поступил небольшое рассечение головы, кожи и перелом со смещением левого плеча. Оперировали уже меня. С места происшествия в Нерюнгринскую центральную районную больницу было доставлено 19 пострадавших. Из них 11 пациентов были госпитализированы, 8 пациентов были обследованы и отпущены на амбулаторное лечение с различными ушибами. 2 тяжелых пациента доставлены в республиканскую больницу города Якутск. Из госпитализированных одному пациенту было выполнено оперативное лечение по причине тяжелой черепно-мозговой травмы. Один из пациентов госпитализирован в хирургическое отделение с тупой травмой живота, и остальные с различными диагнозами были госпитализированы в отделение травматологии. В Нерюнгринской центральной районной больнице сегодня выполняются все необходимые лечебные мероприятия для скорейшего выздоровления пациентов. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри.
5 лесных пожаров обнаружили в Якутии за минувшие сутки. Огонь на площади больше 7 гектаров зарегистрировано на территории Алданского, Верхоянского, Сунтарского и Хангаласского районов. Еще 2 небольших очага обнаружены на землях особо охраняемых природных территорий Ленские столбы. Всего на начало суток 23 июля на территории региона действуют 14 лесных пожаров и 1 ландшафтный. К тушению привлечены 365 специалистов и 16 единиц техники. При этом оперативность ликвидации возгорания достигает 69%. С начала лета на территории республики действует особый противопожарный режим, а с 20 июля в лесах Сунтарского района ввели режим ЧС. За прошедшие сутки ликвидировано силами лесопожарных формирований 3 лесных пожара на общей площади, пройденной огнем, 11,5 гектар. Также ликвидирован 1 лесной пожар на землях особо охраняемых природных территориях на территории национального парка Ленские столбы. Всего с начала пожароопасного сезона уже установлено 65 виновников природных пожаров и составлено 143 протокола за нарушение правил пожарной безопасности. Глава Якутии Арсений Николаев провел заседание комиссии по ЧС, посвященное ликвидации последствий паводка. В пострадавших районах продолжается восстановительная работа и оценка ущерба. Минтруд Якутии займется выплатой единовременных пособий пострадавшим и окажет адресную помощь малоимущим и социально незащищенным гражданам, потерявшим имущество. В Аймяконском районе начат прием заявок от населения на строительные материалы. Запланирована доставка около 40 грузовых рейсов с материалами для восстановления. Силы МЧС и службы спасения продолжают работу по ликвидации последствий паводка. На заседании глава отметил хорошую работу Момского района, администрации, лично главу района, а также дал поручение министерствам по ранее выданным своим решениям, а их было 46 поручений. Многие поручения уже выполнены и некоторые уже находятся на стадии исполнения. Приоритетная задача – это подсчет ущерба, чем занимаются наши коллеги. И это особенно по Аймяконскому району, наиболее пострадавшему, и по Абыйскому району. 25 детей из 3 потопленных наслегов Аймяконского района прибыли в лагерь «Энергетик» оздоровительного центра «Сосновый Бор». Ребят разместили в первом корпусе, записали всех в один отряд. Сегодня у них первый день отдыха, поэтому вожатые ознакомились со сверстниками внутренним распорядком. Лагерь «Энергетик» расположился по Покровскому тракту. Сейчас там проходит смена «Время героев» и активный отдых на природе. Сочетается с военно-патриотическим воспитанием. Прибыло 25 детей из 3 населенных пунктов – Аймякон, Уснера и Сарданах. И еще ждем 13 детей. Вот многие дети впервые в лагерь приехали, они удивлены, ждут ближайшие препятствия, кружки, конкурсы. Вот сейчас придумают название отряда, девиз, плакаты рисуют. У них будет первый отряд, первый корпус, и у всех есть единая форма. Подготовка к отопительному сезону в Алданском районе идет по плану. Об этом сообщили в ходе совещания под председательством министра энергетики России Сергея Цивилева, которое прошло сегодня. В нем приняли участие глава Якутии Арсений Николаев, представители правительства республики, руководство района и новое муниципальное предприятие «Теплоэнергосервис». Главной темой стало обеспечение бесперебойного теплоснабжения в районе. Для этого создано муниципальное предприятие с тем же названием, которое принимает на себя функции тепловодоснабжения и водоотведения. Передача имущества происходит планово, все правовые вопросы урегулированы. Арсений Николаев подчеркнул, что сохраняются действующие договоры на поставку угля, включая отдаленные населенные пункты. Основные ремонтные работы планируется завершить до 31 августа. Глава Якутии встретился с участниками второго потока программы «Время героев». Арсений Николаев, который является наставником Николая Соболева и Дмитрия Куценко, обсудили с ними новый этап учебной программы. Вопросы прохождения модуля практической подготовки в исполнительных органах государственной власти Якутии. На встрече утвердили план стажировки, договорились о регулярных встречах для проработки идей. Герои России из Якутии Николай Соболев и Дмитрий Куценко вошли в число 85 человек, отобранных для обучения по президентской образовательной программе для участников специальной военной операции «Время героев».
И обсудили основные направления, где мы желаем проходить стажировку. Вот я непосредственно в Министерстве связи и дел народов, потому что это более такая родная для меня стезя, военный переводчик. Потом все сказал, услышал пожелания, сказал, с понедельника, все, туда, министр тебя будет уже ждать. В первую очередь, это его, конечно, колоссальный опыт. Он нам, я не знаю, это, наверное, один из сильнейших таких наставников у нас в стране. Это вообще большая честь, что он нас согласился взять. С Александром Сергеевичем мы непосредственно поговорили, обсудили будущий план стажировки нашей, прошли по всем мероприятиям, которые у нас будут спланированы до конца сентября. Для себя учебные направления я бы, наверное, хотел выделить непосредственно это работу с людьми больше и больше, наверное, в гражданской обороне и непосредственно работу по патриотизму. Оперативный штаб республики наращивает усилия по обеспечению всем необходимым участников СВО. На прошедшей неделе состоялся очередной этап отправки гуманитарной помощи, включающий адресные посылки и транспортные средства. Среди переданной техники автомобиль ГАЗ-66 общественной организации «Зов Севера», квадроцикл администрации Оленёкского района и микроавтобус ПАС спортивной школы «Алдан». Территориальные опорные пункты продолжают работу по передаче военнослужащим гуманитарной помощи. Помимо основных мероприятий, опорные пункты республики активно занимаются сбором обратной связи от подразделений, действующих в условиях специальной военной операции. Получаемые отзывы позволяют оперативно оценивать качество поставленной техники и оборудования местного производства, выявить слабые места и разработать рекомендации по их устранению. Это позволяет своевременно вносить изменения. Матери-героини получат дополнительные льготы. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, расширяющих социальную поддержку матерей, родивших и воспитавших 10 и более детей. Инициатива направлена на уравнение прав матерей-героинь с героями труда и героями России в части социальных гарантий. Законопроекты, разработанные по поручению президента Владимира Путина, предусматривают ряд дополнительных льгот для многодетных матерей, включая бесплатные земельные участки, путевки в санатории, обеспечение лекарствами, бесплатное протезирование зубов и льготы по оплате ЖКХ. Госдума приняла закон, существенно упрощающий взаимодействие граждан и бизнеса с органами власти. Закон сокращает сроки предоставления ряда госуслуг и переводит их в цифровой формат. Теперь зарегистрировать СМИ через портал госуслуги можно будет вдвое быстрее, за 15 дней. Также сократятся сроки получения разрешения на строительство и лицензий благодаря уменьшению количества предоставляемых документов и усилению межведомственного взаимодействия. Заявление на внесение изменений в реестр лицензий можно будет подписывать усиленной электронной подписью. В Якутске пройдут испытания газопровода. Жители просят соблюдать осторожность. 24 и 25 июля в Якутске на перекрестке улиц Петра Алексеева и Орджоникидзе компания «Сахатранснефтегаз» проведет плановые испытания газопровода высокого и низкого давления. Работы будут проводиться в 2 этапа. 24 июля с 6 часов вечера до 9 часов вечера и 25 июля с 10 утра до 15:00. В это время специалисты очистят полость газопровода и проведут испытания на прочность. В районе остановки школы номер 5 возможен повышенный уровень шума из-за выпуска сжатого воздуха. Передовые медицинские технологии становятся все более доступными для пациентов. Это один из государственных приоритетов, и Якутия на лидирующих позициях. При поддержке президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» приобретено множество единиц современного медицинского оборудования. Подробнее в сюжете далее. Вовремя обнаружить нарушение здоровья помогает передовое оборудование. Кардиохирурги выполняют ювелирную операцию с использованием усовершенствованной ангиографической системы. С помощью излучения визуализируются кровеносные сосуды и сердце, что позволяет выявить любые нарушения в кратчайшие сроки.
Ну а в другом крыле вовсю готовится выписаться 56-летний Игорь Бушин. Экстренно поступивший в кардиоцентр неделю назад успешно перенес стентирование. Тут же положили в течение 2 часов на стол, сделали стенд поставили. И уже здесь, в палате, неделю пролежал. Все прекрасно здесь. Я говорю, ну я тут еще был раз здесь в 22-м, там тоже сердцем. Все прекрасно. После операции особенно важна реабилитация. В отделении ранней медицинской реабилитации тоже прошли колоссальные изменения. Вертикализатор, велотренажеры и физиотерапевтические аппараты. Как только новое оборудование закупается, оно тут же внедряется в работу врача. Сейчас во всем мире, ну и в Российской Федерации тоже, и в нашей республике идет новая программа по раннему восстановлению очень тяжелых пациентов. В среднем где-то 2 недели у нас пациент уже начинает переходить на второй этап реабилитации, где уже пациент в большей степени самостоятелен. За 3 года работы кардиоцентра лечения прошли более 57 тысяч пациентов, как в стационаре, так и в поликлинике. Кардиохирургами проведено более 5,5 тысяч операций на сердце и сосуды. Мы работаем как региональный сосудистый центр. Этот проект тоже был запущен благодаря инициативе и указанию нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина более 15 лет назад. И в нашем центре за эти годы получили лечение более 1500 пациентов с острым инфарктом миокарда и около 2000 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Благодаря поддержке национального проекта, инициированного президентом России, жителям республики доступны лучшие из существующих в мире технологии диагностики. Якутяне могут получать качественное лечение болезней сердца и системы кровообращения, не выезжая за пределы родного края. Даяна Федорова, Владимир Павлов, Якутск. В столице Якутии состоялась лекция, организованная Российским обществом знания, посвященная актуальной проблеме влиянию гаджетов на здоровье и развитие детей. На лекции приняли участие родители и педагоги. Участники узнали актуальные рекомендации и получили ответы на вопросы об осознанном использовании технологий в повседневной жизни детей. Как отметил лектор Валентина Шишкина, детям рекомендуется находиться в гаджетах не более 2 часов в день. У детей досуг, которых ограничиваются гаджетами, сильно страдает крупная и мелкая моторика, что приводит к серьезным затруднениям во время учебы в школе. В меру определенные игры, определенные мультфильмы даже, они все равно приносят пользу. И были исследования о том, что где-то переключение внимания, например, оно наоборот лучше развито у ребенка, если он, опять-таки, с оптимальным временем проводит в гаджете. Но, к сожалению, этой пользы нету для детей до 2 лет. То есть до 2 лет все-таки нужно убирать подальше телефон и все-таки давать игрушки. Якутские колледжи и техникумы проведут приемную кампанию «Старт в карьеру» 26 июля в спортивном комплексе «Доксу». Там будут представлены десятки профессиональных образовательных организаций республики. Абитуриенты смогут подать документы сразу в несколько учебных заведений, получить консультации приемных комиссий и узнать об особенностях обучения по востребованным специальностям. От управления дронами до сварочного производства. Мероприятие в рамках первенства и чемпионата Дальневосточного федерального округа по гонкам дронов. В Тверской области в военно-патриотическом лагере имени героя Федора Охлопкова завершилась 5-я смена «Вахта памяти» Ржев, Дальний Восток. В этом году она прошла под девизом «Без срока давности. Уроки прошлого во имя будущего». Закрытие юбилейной смены посетила Айсена Бурнашова. Подробнее в сюжете. Реконструкция одного из боев Великой Отечественной войны. По традиции, именно она знаменует окончание смены в лагере Охлопкова. На поле солдаты Красной армии атакуют бойцов вермахта.
Похожие, но только реальные бои проходили в этих местах в Ржевскую битву. Одну из самых ожесточенных и кровопролитных. Сегодня о тех сражениях напоминают и находки поисковиков. Их хранят в музее лагеря. Идут находки, которые смогли найти волонтеры непосредственно в нашем лагере. Военная форма, каски, оружие, боеприпасы. Они пролежали под землей почти 80 лет, а нашли их пару дней назад. А рядом трофейные находки уже наших времен. Их привезли из зоны СВО. Вот это с донецкого направления украинский эвакуационный дрон. Он дистанционно управляется, то есть боец раненый кладется. Найти военные артефакты, а еще останки без вести пропавших красноармейцев. Такая задача стояла перед 5-й сменой. Общими усилиями молодой гвардии, роты боевого братства удалось это сделать. Цифра рекордная. Подняли более 100 красноармейцев. В 16 раз больше, чем в прошлом году. В этом году особенно активно поработали наши ребята. 104 бойца были подняты. Будет идти большая работа по установлению их личности, но точно абсолютно, что эти бойцы будут с воинскими почестями, найдут упокоение свое. Имена бойцов еще предстоит установить экспертам. Предварительно известно, что это захоронение Санбата. Солдаты погибли в 1942-1943 годах от тяжелых ранений. Вместе с останками бойцов нашли пуговицы, сапоги, медицинские инструменты. О захоронении поисковикам сообщила местная жительница. Позвонила женщина, и вот она уже говорит, я уже пожилая, и поэтому хотелось бы поделиться с вами этой историей, что ей мама рассказывала и тетя, что они видели, как этих бойцов захоранивают там. И вот эта история, она из уст в уста, вот через поколение передалась. Женщина нас привела в место, мы отработали это место, нашли действительно останки. Желание найти без вести пропавших красноармейцев, желание увековечить их подвиг объединило поисковиков из 11 регионов страны. Ржев 15 месяцев боев, и потери, которые уходят под 1 миллион, все-таки подтверждаются и материально. Традиционно участвует Забайкальский край. Мы раскапывали в 40-градусную жару и в дождь мы копали, и все были рады и счастливы. Впервые приехали студенты из ЛНР. Этот лагерь – это собрание просто самых лучших людей на свете, наверное, я не знаю. Смена в лагере имени героя Федора Охлопкова длилась 2 недели. Ребята жили в палатках, помимо поисковой деятельности, слушали лекции, обучались, вечера завершали песнями у костра. И все же самым главным для ребят стала возможность прикоснуться к истории Ржевской битвы, к урокам прошлого во имя будущего. Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! 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 Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Тверская область. В Якутске открылась выставка «Человек-легенда», посвященная столетию Николая Георгиевича Самсонова. Экспозиция организована в рамках проекта «Не померкнут эти дни», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На выставке представлены уникальные материалы – фронтовые письма, документы, награды, фронтовые песни и труды Николая Самсонова. Он внес значительный вклад в развитие лингвистики и преподавания славянских языков, удостоен множества наград и званий, включая медали и ордена СССР, а также международное признание. Выставка открыта для посещения до 18 августа. Он был для нас, членов семьи, примером во всем. И примером трудолюбия очень большого, и умением быть среди людей, общаться с людьми, убеждать их. Это было не только на занятиях, но и в его статьях. Он очень много писал в газеты, в журнале статьи, откликался на все такие важные события, которые происходили в республике и в городе. И, конечно же, он для нас, для всех был примером. Ленский район чествовал своих героев. Администрация района прошла торжественная встреча со спортсменами и тренерами, представлявшими район на играх Манчары. Делегация района состояла из 18 человек. Особые поздравления получил серебряный призер соревнований по масс-рестлингу Иннокентий Федоров. Глава Ленского района вручил спортсмену денежный сертификат на 80 тысяч рублей, а его тренеру сертификат на 40 тысяч рублей. Все участники делегации также получили памятные подарки. Спортсмены
Спортсмены высоко оценили организацию игр Манчары и выразили готовность к усиленным тренировкам для достижения еще более высоких результатов на следующей спартакиаде. В нашем виде спорта бывает, что если хват отпускает, надо куда-то перемещаться. Но, как правило, это не получается. Ну и тренировок все равно, мне кажется, объема не хватило. На второй день я уже никакой. Чувствовалось это. Что я хочу сказать? Надо тренироваться. Поменьше работы. Больше тренироваться, а для этого нужны финансы. С 25 по 27 июня развернется захватывающее зрелище – чемпионат по дрон-рестлингу. Спортивный комплекс «Даксун» станет ареной, где пилоты продемонстрируют мастерство управления дронами разных классов. В первые 2 дня пройдут заезды, где будут соревноваться в классах 75 мм и 200 мм. В финальный день команды сразятся на настоящих дронах. Состязания открыты для всех желающих старше 14 лет. Вне зависимости от спортивного разряда, и победители войдут в состав сборной Дальневосточного округа для участия в чемпионате России. Первично, понятное дело, что мы как организаторы публикуем технические регламенты, где строго регламентируем каждый класс дронов. Соответственно, там есть у каждого класса свои особенности. Например, вот в 75-м классе на маленьких дрончиках ребята печатают канопы по нашим 3D-моделям. Вот, соответственно, чтобы у всех были одинаковые дроны. Готовят дроны в соответствии с тех регламентом и приносят эти дроны, соответственно, на комиссию по допуску. На комиссии по допуску мы проверяем документы участников, заявку, прочие документы и, собственно, сами дроны на соответствие их техническому регламенту. Таким этот день увидели наши корреспонденты, но я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.